Давайте зададим себе первый вопрос. А когда, собственно говоря, можно считать, что возник осетинский язык? С какого периода мы можем говорить о существовании осетинского языка? Ответ простой. Осетинский язык существовал ровно с того времени, когда мы можем говорить о существовании осетинского народа. Очевидно, что осетинский язык не мог существовать без осетинского народа, так же, как и осетинский народ не мог существовать без осетинского языка. Мы датируем и мы называем наш народ именно осетинским, начиная только с периода XVI, XVII и последующих веков. Осетинский язык относится к иранской группе индоевропейской языковой семьи. Таким образом, родными братьями осетинского языка являются перечисленные мной иранские языки, то есть таджикский, талышский, афганские языки, персидский язык и другие иранские языки. Языки иранской языковой группы. Никогда не путайте языки Ирана, то есть те языки, на которых говорят в государстве Иран, и иранские языки как группа языков, объединенных единым происхождением. На иранских языках говорят не только в Иране, но и в Осетии. Таким образом, еще раз повторю, родными языками осетинского языка являются языки иранской языковой группы, а двоюродными являются все перечисленные мной языки индоевропейской семьи. То есть двоюродными братьями осетинского языка являются русский, французский, английский и так далее. Когда вы обнаруживаете в осетинском слово «мад» – «мать», а в русском слово «мать», а в английском слово «mother», а в немецком «mutter», во французском «mère», происходящее тоже от «mater», вы должны понимать, что это не простое совпадение, что это просто разные развития одного и того же древнего слова, которое было в общем проязыке у этих народов. Когда вы обнаруживаете, что в осетинском, например, в русском «брат», в немецком «брудер», в английском «brother», а в осетинском «арвад». А если вы будете знать историческую фонетику, то вы поймете, что осетинское «а» в начале – это упрощение произношения двух согласных, которые идут в начале, да, «рв». Так вот, если вы будете знать историческую фонетику осетинского языка, вы поймете, что осетинское «в» в этом слове происходит из «б», «рбад», а если вы поменяете, называется это метатеза, то есть если вы восстановите тот порядок следования звуков, который был изначально, то у вас из «рвад» «а» убираем, получается «рвад», «б» восстанавливаем из «в» «рбад» и делаем метатезу обратную, и получается «брад». То есть осетинское «арвад» — это то же самое, что русское «брат», немецкое «брудер», английское «brother» и так далее. Когда вы смотрите латинский язык и обнаруживаете там слово «звезда» «стелла», немецкое «штерн», французское «этуаль», когда-то «эстуаль», то есть там выпало «с», английское «стар», вы должны понимать, что осетинское «шталы» — это не совпадение. Это опять же разные развития в течение 3-4 тысяч лет, которые произошли с момента расхождения этих языков. Они просто понемножку, по-разному видоизменились. Но это не совпадение, это отражение античной, древней общности этих слов, которые восходят к одному и тому же индоевропейскому слову. И когда мы
видим русское слово, когда говорят о снеге, таять. А по-немецки тауэн. А по-осетински снег что делает? Тает. Вот смотрите. Мид тае, снег тает, по-немецки тауэн, таете, да? Значит, осетинское мид, по-дегурски мед. Как называется по-русски явление природы, когда очень сильно идет снег с ветром и так далее? Метель. И так далее. Таких рефлексов, то есть следов единого происхождения в индоевропейских языках можно насчитать тысячи и тысячи. В том числе сопоставляя осетинский язык с русским, с немецким, с английским и так далее. Таким образом, еще раз повторю, осетинский язык и исследования его, которые были проведены и европейскими, и российскими учеными на протяжении последних 2 веков, показали совершенно однозначно принадлежность осетинского языка к иранской группе индоевропейской языковой семьи. Иранцы, понятно, я рассказал, что они ушли на юго-восток, а осетины, предки осетин того периода. Дело в том, что одна часть этих древних иранцев никуда не ушла. Она осталась здесь, в Северном Причерноморье, и известна в истории под именем скифы. Вот скифы – это те древние иранцы, которые, в отличие от своих братьев, которые ушли на Иранское Нагорье, в Среднюю Азию, они остались на месте исторической индоевропейской прародины в Северном Причерноморье. И мы знаем о существовании скифов как минимум с 7 века до нашей эры, когда о них написал Геродот. Датировал время появления или существования, проживания скифов в Северном Причерноморье, начиная с 7 века до нашей эры. Здесь скифы соседили с разными народами, как индоевропейскими, так и неиндоевропейскими, и наверняка самые активные контакты у них были с представителями финно-угорских народов, которые здесь жили. Их потомки, то есть потомки финно-угров, это современные венгры, эстонцы и ряд других народов, менее крупных. Но и скифы недолго выдержали свою монолитность и, скажем так, стабильность пребывания в Северо-Причерноморском регионе. Некоторая часть скифов тоже начала переселяться на юг, на юго-восток, осваивая постепенно просторы Средней Азии и идя все дальше и дальше на восток. В своих миграциях эта часть азиатских скифов, которых еще называют саки, сакские племена, дошли до территории современного Китая. В истории это называется Восточный Туркестан. Предполагается, что эти сакские, азиатско-скифские племена дошли, крайняя точка, это среднее течение реки Хуанхэ, где они обосновались и проживали достаточно продолжительное время, по крайней мере, 3-4, может быть, больше веков. Таким образом, скифский ареал в конце 2-го тысячелетия до нашей эры, до середины 1-го тысячелетия до нашей эры простирался отсюда, от Северного Причерноморья, через Среднюю Азию до территории Китая. Это был скифо-сакский ареал, где говорили на определенном конкретном языке, возможно, наверняка имевшем определенные диалектные расхождения, но тем не менее, который можно идентифицировать как скифский, древний скифский язык. В
В этот период разные части скифского народа, одна из которых оставалась в Европе, как я уже сказал, в Северном Причерноморье, другая была крайняя точка в Восточном Туркестане на берегах реки Хуанхэ, они контактировали в течение почти 1000 лет с разными народами и языками, которые их здесь окружали. Здесь окружали, там окружали. Естественно, это влияло на то, что развитие европейского скифского языка и развитие азиатского скифского языка начали расходиться. К середине первого тысячелетия до нашей эры можно говорить о возникновении, ну, если не разных языков, то разных диалектов вот, условного скифского языка. Радикальный шаг, радикальный этап наступил в середине первого тысячелетия до нашей эры, когда пробудилась и начала активно и стремительно расширяться китайская империя Хань. Китайцы начали расширять свою империю, захватывая все новые и новые территории, в том числе и территории, которые населяли саки, скифы, жившие в этом Восточном Туркестане. Под давлением китайцев и существование этого народа отражено в китайских хрониках. Почему мы можем об этом сейчас говорить? То есть это не чьи-то фантазии. В китайских хрониках, слава богу, у китайцев одна из древнейших письменных традиций в мире. И в китайских хрониках мы обнаруживаем упоминание европеоидного народа, жившего в Восточном Туркестане, который в китайских хрониках называется племенем Усунь. По мнению синологов, то есть специалистов в области китайского языка, восстановивших исконное произношение этого этнонима, искаженного в китайском как Усунь, в языке оригинале оно должно было звучать как Асуэн. Убежден, что это еще не полностью восстановленная форма, что полностью восстановленная форма как раз Ассон, Ас, асский народ. И вот то средневековое название Ассы, которое известно, Яссы, да, которое нам известно как одно из названий средневековых предков астинского народа, оно было живо и уже употреблялось еще в древние времена, и именно его слышали китайцы, и именно Ассон они и китаизировали в виде Усунь. Так вот, китайцы оказали давление на Усуней, которые вынуждены были уйти из Восточного Туркестана и подняться на Алтай, где они прожили тоже определенное время, но там возникли проблемы с мощным племенем гуннов, который там проживал. Под натиском гуннов Усуни вынуждены были опять покинуть и эту территорию, но язык, осетинский язык, как это показал академик Миллер, сохранил определенные следы своего пребывания на Алтае, и в частности и контакты с алтайскими языками, в частности названия металлов, некоторых растений и еще определенный ряд лексики в современном осетинском языке является заимствованным у народов алтайского круга. Часть усуней, ассов, или, как мы их продолжаем называть, азиатских скифов, вынуждена была таким образом уйти из Алтая и ушла на северо-запад и вернулась через почти 1000 лет обратно сюда, в Северное Причерноморье, и встретилась со своими братьями, европейскими скифами, с которыми разошлись почти 1000 лет назад. Естественно, за этот период угасла историческая память о родстве. Языки уже разошлись за эту 1000 лет, хотя у них был единый скифский язык до этого. Произошли столкновения между пришлыми асскими племенами и местными европейскими скифами. В результате восточные пришельцы оказались сильнее, и они завоевали
эту территорию, смешавшись, естественно, не уничтожив, но смешавшись с европейскими скифами. И вот эта смесь когда-то единого скифского языка, но разошедшегося на диалекты европейский и азиатский, которые вновь объединились после возвращения азиатских скифов на причерноморскую территорию, и дала первый толчок к зарождению будущего осетинского языка. Вот эта смесь азиатско-скифского и европейского скифского языков – это первый компонент в фундаменте будущего осетинского языка. Я сказал, что только часть асов, это был IV век, IV-III века до нашей эры, они вернулись в Европу, в Северное Причерноморье. Другая часть асов, она нам тоже интересна, потому что она тоже будет иметь отношение к формированию будущего осетинского народа и осетинского языка. Почему? Потому что они тоже не остались на Алтае. Они прожили там еще 100 лет, но уже в III, во II веке до нашей эры они тоже вынуждены были сдвинуться на запад, но при этом они не пошли на северо-запад, чтобы сразу выйти на европейский континент. Они прошли через Центральную Азию, захватив тогдашние государства этого региона, Согдиану, Хорезм, Бактрию и так далее. Предполагается, что именно в этот период ассы, столкнувшись с западно-иранскими народами, в частности с персами, до которых они дошли в своем переселении с Алтая, узнали и переняли от западно-иранских народов тот общий этноним, которым они себя называли. А персы, парфяне, бактрийцы и другие иранские народы древней Центральной Азии называли себя арианом, арийцами. Видимо, учитывая схожесть языков, культур и других компонентов, ассы, пришедшие с Алтая в Центральную Азию, взяли себе тоже этот этноним, тоже стали себя причислять к арийскому языковому и культурному кругу. И наряду с самоназванием ассы, они стали называть себя еще и арианом. Но тут сработали закономерности фонетики осетинского языка, которая, и тому есть масса примеров, которая предполагает, что древнее иранское «ри» переходит в сармато-аланском переходит в «л». И из ариана получилось алан. Вот откуда происходит алан. То есть аланы – это те же самые скифы, азиатские скифы, которые называли себя до этого ассами, но после контактов с западными иранцами, в первую очередь с персами, наряду с этим названием взяли еще и некий такой, ну скажем, сакральное, священное самоназвание алан. И с этим самоназванием они тоже вышли в Европу. Хроники Иосифа Флавия сохранили первое упоминание появления алан в Европе, в частности в Северном Причерноморье. Это конкретно и достоверно 35-й год новой эры. Первая волна, напомню, пришла сюда в III веке до нашей эры, смешалась с местными скифами. А вот вторая волна вышла сюда, в Европу, в начале I века новой эры. И здесь кого же застали те азиатские скифы, саки, ассы, с новым именем аланы?
выйдя в Северное Причерноморье. Здесь они застали некий новый народ, который сформировался из смешения европейских скифов и тех ассов, которые вышли сюда за 2 века до этого. И тут происходит вторичное смешение языков. То есть тот скифо-сарматский язык, который сформировался в IV веке, о котором я вам говорил, что это был первый кирпич, фундамент будущего осетинского языка, к нему добавился еще язык этих ассов, а он же тоже за 2 века немножко изменился. Дело в том, что первая часть ассов вышла сюда в IV веке до нашей эры, в IV, в III, а к началу новой эры те ассы, которые оставались в Средней Азии, их язык тоже, естественно, претерпел определенные изменения. И вот эта часть асского народа, аланского уже, вышедшая в Северное Причерноморье в новом тысячелетии, в новой эре, смешалась с тем скифо-сарматским населением, которое здесь проживало к этому времени. Произошел еще один этап смешения родственных, повторяю, родственных скифо-сармата-аланского языков. И вот с этого периода, то есть с начала новой эры, можно говорить о начале существования древнеосетинского языка. Осетинскому языку, с учетом его древнего этапа, древнего средневекового этапа, собственно осетинскому языку можно датировать его появление глубиной в 2000 лет. Собственно, это период, который мы и можем считать как история развития осетинского языка. В период его средневекового существования мы его называем аланским языком, потому что сам народ в этот период назывался не осетины, а аланы. Соответственно, нелогично было бы говорить о том, что аланы говорили на осетинском языке. В последующем аланский народ потерял значительную часть своего народонаселения в результате многих исторических процессов. Во-первых, следует отметить активную миграцию воинских контингентов алан в Западную Европу. Сначала было в виде союзнических или наемнических контактов с Римской империей. Как вам известно, аланы принимали участие на стороне Римской империи во многих войнах, которые вела эта мощнейшая держава античности. В частности, сармато-аланские контингенты были наняты Римской империей для того, чтобы содержать охранные гарнизоны на острове Британия. И знаменитый Адрианов вал, который ограждал юг острова Британия, то есть современную Англию, от диких варварских племен с севера этого острова, бритов. Этот Адрианов вал защищала 8000-я конница сармата-алан. Были и другие случаи, когда, например, аланы принимали участие в войнах не на стороне, а против Рима. В частности, это установленная в Риме колонна Траяна, императора Траяна, на которой отражены барельефы с историческими событиями и победами императора Траяна, содержат фрагмент, скажем так, битвы с дако-аланской коалицией. Так или иначе, эти воинские контингенты не возвращались обратно, конечно, в Аланию. Они постепенно растворялись в западноевропейской среде, в определенной степени оказывая влияние и на эти народы и культуры Западной Европы. В частности, французский исследователь Ален Кристоль считает, что специальная корзина, которая используется во время сбора винограда и которая привязывается к спине, традиционно, она называется по-французски «le bas». Но если восстановить ее историческую форму, то там есть так называемый акцент циркумфлекс, то есть значок, который показывает историческую долготу на месте выпавшего звука «с».
Таким образом, исторически это слово звучало «баст». Алан Кристоль предполагает, что это заимствовано у алан, которые как кочевники имели хорошую технологию привязывания грузов на спины лошадей. И вот эту технологию и сами, возможно, грузы, древние галлы и галло-римляне могли этот термин взять вместе с самой технологией у алан. И он предполагает, что французское слово «ба», в древности звучавшее как «баст», не что иное, как аланское современное осетинское слово «баст». То есть, что такое по-осетински «баст»? Это причастие, лексикализованное причастие от глагола «баттен» — «привязывать». То есть, это на самом деле «вьюг». И это слово вполне могло быть осетинского происхождения, аланского происхождения.